Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Каждый день прошу за вас высшие силы и Создателя, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Еще раз огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так: с чем и кем придется разбираться в ближайшее время. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на мой песочек, подумайте о своей жизни и о своем окружении. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос: с кем и чем придется разбираться в ближайшее время. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Я прошу высшие силы послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что нам расскажет песок, с кем и чем вам придется разбираться. Так, девочки, мальчики, кто смотрит? Смотрите, здесь, конечно, картина вышла очень серьезная. Буду пытаться объяснить, как могу, но не судите строго. Во-первых, здесь идет очень колоссальное прям вмешательство в вашу личную жизнь, в вашу личную конституцию. Понимаете, я вижу, что вам придется разбираться с человеком, который, скажем так, имеет влияние на вас. Этот человек может быть очень опытный психолог, да, либо человек, который зацепился за что-то у вас, да, какой-то страх ваш, мозоль, да, нащупал и теперь постоянно туда бьет. Я вижу, что вы, как будто бы под страхом находились, либо находитесь, и этот человек, он цепляет вас именно за этот страх и пытается вами управлять. Кто-то столкнется с мошенником в чистом виде, да, мошенник, который вот именно через страх почему-то идет, через страх, через опасения, через боязнь за себя, за своих близких будет из вас тащить и энергию, и денежки, и ваши силы запросто. У кого-то может быть человек, который всякими, не пренебрегая, да, какими-то махинациями, какой-то такой двойной игрой, да, вот человек манипулятор по жизни, по судьбе, и этот человек действительно вот такой раздражитель для вас. Человек будет прям кнутом скорее, да, кнутом и обещанием даже пряника, да, не пряником, а обещанием пряника вас в какие-то толкать в какие-то дороги, выгодные ему либо ей. Кто это конкретный человек, я не могу сказать. Вот он вышел, видите, вот этот человек, то есть пола здесь не видно, но видно, что у человека очень много как-то в руках, у него много инструментов, и этот человек вас постоянно запугивает. Этот человек, он живет за счет других. Вот, что тут можно сказать. Может быть, даже это, например, у кого-то отыграется, как будто бы это ваша мама, либо свекровь, которая, просто энергетический вампир, который питается своими близкими. Женщина-командир, да, которая пытается всех и вся построить, по своему какому-то лекалу поравнять и не принимает сопротивление. Эта женщина может объявить вам войну и действовать самыми грязными методами и ничего не стесняться и не, скажем так, просто забыть, да, что такое честность, справедливость и порядочность. Эта женщина, способная на все. Также может быть, что вы, например, попадете к какому-нибудь человеку, который решит развести вас на деньги, да, то есть может быть обещать вам исцеление, либо обещать вам какие-то дары судьбы, я не знаю, обогащение какое-то легкую, да, без всяких усилий. Не верьте. Вот именно идет момент, да, когда нужно будет разбираться с этим человеком. Я вижу, что самостоятельно вы как будто бы кролик под гипнозом, да, у кобры. Вы извините, простите, я не хочу никого обидеть. Но я вижу, что человек настолько вас запугал, настолько этот человек, зацепил вас за больное, что вы ничего сделать не можете. Вы вроде понимаете, что что-то тут не так. Но этот человек, как, может быть, гипноз, да, цыганский, они умеют это делать. И вы прям вырваться не можете. Вы как маленькая мушка, да, которую паук запутывает в паутину, все больше и больше, все
слой за слоем все становится плотнее. Я вижу, что к вам на помощь придут двое. Вот они, эти двое, которые придут к вам на помощь. Причем один что-то в руках несет. Это что-то типа, как может быть доказательство какое-то, может быть какая-то информация. В любом случае, я вижу, что благодаря этим двум людям, они, видите, как два добрых вестника идут. У них у одного в голове ангел, и второй тоже вот за спиной ангела несет. А эти два человека, они вас вытащат, они вас спасут. И вот этот вот паук огромный не сможет вас больше не доить, не, извините, не пить с вас соки, энергию, не забирать у вас деньги. Два человека вас спасут. Кто эти люди? Ну, я тоже не могу четко сказать, кто эти люди, но то, что ангелы их ведут, это 100%. Это вам именно идет помощь от Вселенной, от Создателя. Это не просто так, да, что люди там сидели, ой, а пойдем поможем там Кате, либо Маше спастись, да, либо там Сергею. Нет, это именно люди, вот как посланники, да, таких людей называют земные ангелы-хранители. Они могут быть с вами на протяжении жизни, а могут прийти в определенный момент сложности, спасти вас, да, и исчезнуть из вашей жизни. Вот именно два человека, очень открытые, добрые, действительно вас спасут. Даже, может быть, какое-то время еще потом с вами будут, чтобы вы опять вот, да, к этому злодею не попали, либо злодейке. Вы будете благодарны этим людям. И знаете, вот их пример, да, вот этого поступка для вас будет очень важным, потому что вы в будущем вы тоже будете, как они, поступать. Кому-то вы уже будете помогать. В любом случае, вот идет именно разборка и избавление вот этого очень хорошего человека, который на вас очень сильно влиял. Здесь еще мало того, у вас, ну, не знаю, на работе, наверное, по работе, ну, лошадка, которая очень сильно устала, у которой ножки подгибаются. То есть либо вы будете очень много работать, либо вот прям вас будут заставлять как лошадку, да, работать. Здесь очень важно за себя постоять, здесь очень важно разграничить, прям таки барьер выставить между собой, например, руководителем и если он добивается, либо она, чтобы вы много работали, пусть тогда вам обеспечат либо условия, либо оплату. А вообще, конечно, столько работать, сколько вам будут предлагать, нельзя. Вы прямо должны сказать, что вот есть там закон, да, по труду, там, как это называется, я забыла, КЗОТ, что ли, что вот человек не должен столько работать, я устаю, да, я тоже, у меня там есть и семья, и дети. То есть говорите все как есть, не бойтесь, что вас там уволят и прочее. То есть страх увольнения, он силен в вас, но с другой стороны вы подумайте, если вы вот просто надорветесь, по-любому вы работать больше не сможете. В чем тогда разница? Боритесь за себя, боритесь за свои права, и вы поймете, что правда не всегда наказуема, и правда может быть сильнее, чем любые, например, там, я не знаю, положение высокое, либо должность начальника. Вы можете побороться, и вы можете себя отстоять. А в этом случае, смотрите, вот Фемида будет на вашей стороне, то есть справедливость будет на вашей стороне. Кстати, у кого есть суды? Суды достаточно какие-то кровопролитные, не знаю, здесь очень много силы и энергии на эти суды уходит у кого-то. Кто-то прям, не знаю, уже засудился, либо очень долго суды тянутся, либо вы долго готовились к этому суду, а он постоянно то срывался, то переходил. А здесь то же самое, знаете, вот перекос пойдет в вашу сторону. Я не могу сказать, что сразу все решится, но то, что перекос идет в вашу сторону, и то, что вы начинаете понимать, что не все потеряно, что есть шанс, что есть возможность, вот это хорошо. С той стороны, с другой стороны, там как будто бы, я не знаю, то ли больше людей, то ли за ними какие-то больше возможности, может быть, за ними правда идет, как они думают, да, что вот раз нас много, значит, за нами правда. Может быть, у них какие-то могут быть там, не знаю, козыря в рукавах, но тем не менее, перекос будет в вашу сторону. Какая-то очень маленькая деталь, какой-то, может быть, маленький человек, ну, вот так, да, в системе, да, маленький винтик, что-то решит, либо как-то вот повернется, либо что-то сделает, и это будет перекос именно к вам, в вашу сторону. Вы у меня вот как одиночка, да, такая маленькая лошадка, а они вот как группа таких сильных людей, которые там, ну, я не знаю, они как будто бы все вместе, но тем не менее перекос идет в вашу сторону. За вами будет правда. Но вам поможет какой-то маленький элемент, какая-то маленькая деталь, либо человек, ну такой, знаете, ну он как тоже один, да, может быть маленького роста, либо он не знаю, там, то есть какая-то незначительная должность у него, либо положение по сравнению с вот этими всеми мастодонтами. То есть вот это вам поможет. Так, дальше. У вас идет отказ от какого-то
для вас может быть даже выгодного предложения, либо выгодного дела. Отказ по какой-то договоренности, да, по какому-то сговору. Кто-то вам что-то будет предлагать, да. Я не могу четко понять, с чем это связано, но я вижу, что вам, либо вы ради кого-то отказываетесь, да, ради кого-то, не просто даже я отказываюсь, а вот ради кого-то, ради чего-то я отказываюсь. Вы знаете, этот отказ, он, конечно, вам трудно дастся, и вы будете долго думать, надо, не надо, стоит, не стоит. Но в будущем вы поймете, что эта именно ситуация была правильной, что вы поступили правильно, что нужно было именно делать так. Почему, я не могу сказать, но я вижу, что это в будущем вам откроется. То ли вы как-то отступитесь от чего-то, то ли вы с кем-то вот передоговоритесь, может быть какой-то там обмен, бартер будет, я не знаю. В любом случае это очень для вас будет хорошо и выгодно, но какой-то вот след идет, да, след сожаления, переживания, стоило, не стоило, нужно, не нужно, нужно, не переживайте, принимайте вот все как есть, вот как идет все шаг за шагом, так и принимайте. Не бодайтесь в этом плане с судьбой, не надо. Вы примете правильное решение, главное, потом о нем не жалеете. Придет время, вы поймете, что произошло. Дальше. У вас какие-то тучи. Знаете, вот кто-то старается, очень сильно старается, не покладая рук, чтобы у вас были неприятности. Вот как хотите. То ли вас пытаются выжить, то ли вам пытаются что-то вот прям навредить, то ли что-то ваше хотят себе забрать, и для этого нужно вас действительно вот выжить из места, где вы живете, где вы находитесь, где вы работаете. То есть здесь какой-то человек достаточно мелкая сошка, да, назовем так, без статуса, без положения, то есть ничего из себя не представляет. Но человек может из себя там корчить, что я там звезда вселенского масштаба, что за мной сила, что за мной люди. То есть, знаете, прикидываться тем, кем он не является. Пытаться вас, может быть, где-то напугать, где-то вас пытаться вот там подвинуть, сдвинуть, там рассказывать, что у него там связи, либо у нее есть. И человек сам очень сильно напуган идет. То есть человек по факту мышь. Маленькая дрожащая мышь, но при этом строит из себя льва, да, то есть, да, вот как-то на себя свет там направляет, да, камуфлируется, типа, я не мышь, я лев. Хотя при этом, понятно, что лев не бывает там размером в 5 сантиметров, да. А тут именно такая ситуация. Вы знаете, вы будете смотреть на этого человека просто с каким-то недоумением, что мне делать. То ли посмеяться, то ли пенделя дать этому человеку. Понимаете, вот такая будет ситуация. Но это может быть, знаете, вот мне идет как женщина какая-то, которая прям такая в позу становится. У нее даже может быть прическа какая-то странная, рваная, растрепанная. И она вот прям пытается что-то доказать, что я там. Честно, просто игнорите и не обращайте на нее внимания. Она попищит, потому что все-таки мышь, да, и перестанет. Сама, кстати, уйдет из вашего пути, потому что, а чем крыть? Опозорилась по самое не могу. Никого за ней нет, ничего за ней не стоит. И то, что она хотела, было просто абсурдно. Даже, может быть, ее близкие, там, люди, которые будут с ней рядом, да, с ней заодно, они ее не поддержат в том, чем она занимается, либо в том, что она хотела сделать. Так что будьте аккуратны. Дальше. У кого есть дети подросткового возраста, будьте аккуратны, потому что здесь идет момент какой-то, либо, я не знаю, дурной компании, либо какой-то ответственности за какие-то дурные поступки. Не дай бог, конечно, ни то, ни другое. Я сама, как мама, очень боюсь таких моментов. Да, все мы, наверное, иногда понимаем, что мы не додаем ни по времени, ни по вниманию. Все мы этим грешим. Но, тем не менее, ваша цель и ваша задача как мамы, как родителя будет ребенку помочь. Не наругать, не натыкать носом, да, как непослушного котенка, да, который, извините, ковер описал, а именно поддержать, помочь. Ваш ребенок и так запутался, и ваш ребенок будет понимать, что что-то вот, неправильно это все, да, это нехорошо, плохо я поступил, либо поступила, что люди, которые меня научили этому всего, они дурные, нехорошие. Но вас ребенок боится, да, вот вместо того, чтобы доверяться, боится. Это неправильно, в корне неправильно. Ребенок должен доверять. А вы, как родитель, вы должны не только ругать, но вы должны и помогать, и наставлять, и не только мозги выносить, но и
уметь выслушать, уметь быть тактичным человеком. Здесь я вижу, что, скорее всего, будет какое-то разбирательство. Разбирательство, там, ну, особо каких-то прям страшных моментов не всплывает, но тем не менее. Вам совет и рекомендация именно поддержать своего ребенка, даже если ваш ребенок не прав. И, конечно же, разговор. Очень серьезный, глубокий разговор. Не надо говорить, что вот ты там плохо поступил, либо поступила, зачем ты это сделал. Не надо. Нужно говорить о том, что ты, поступая таким образом, понимаешь, что это плохо, да, ты же уже взрослый человек, понимаешь, что это плохо. Но с другой стороны, ты понимаешь, что ты меня этим, ну, извините, меня в грязь окунаешь, да, то есть меня как родителя дискредитируешь. И ты пойми, что ты для меня самое дорогое существо в этом мире. Ну, существо, да, как бы все мы существа. Ты мой ребенок, ты часть меня. Нужно было прийти и спросить. Не бойся, что я тебя буду ругать. Бойся, если я не буду тебя ругать. Вот это значит, я, например, равнодушна к тебе, либо равнодушен. Пожалуйста, вместе мы сила, вместе мы многое можем и порешать, и я могу подсказать. И не всегда я против, да, и в большей части вообще моя жизнь для тебя, да, я живу для тебя, и давай вот прям договоримся, что если что, приходи, будем разговаривать, обсуждать на равных. Вот прям заведите себе за такое правило и вот дайте такую подсказку ребенку. А здесь я вижу, что вы, во-первых, вот эта ситуация поможет вам с ребенком сблизиться с вашим, и с другой стороны у ребенка появится действительно прекрасный пример для того, чтобы подражать, для того, чтобы брать пример, и вы станете самым лучшим близким другом для своего ребенка. А это и есть самое замечательное, что родитель может получить от своего ребенка. Это вот именно дружба и доверие. Ну и напоследок, мои дорогие, здесь у вас идет возможность на реализацию чего-то задуманного. Но вам за эту реализацию придется с кем-то, ну, действительно сразиться, да, конкурировать, да, как-то вот отстоять эту возможность. То есть, смотрите, возможно, какое-то предложение по работе, по бизнесу, по какому-то делу, может быть, по продаже, либо покупке чего бы то ни было. Здесь несколько человек, и между ними вот эта возможность, жезл, да, и два человека пытаются бороться. Честно, я не могу сказать, чем кончится эта борьба, но все будет зависеть от вас, от вашей смекалки, от вашей уверенности в себе и от вашего желания победить. Понимаете? Только от этого. Если вы где-то скажете, да нет, я не дотягиваю, да нет, у меня, скорее всего, не получится, то так оно, к сожалению, и будет. Здесь именно нужно идти, как говорится, на пролом. И все будет у вас замечательно. Так, мои милые, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.